Прозрачность, безопасность и высокий уровень подготовки. Специалисты уже называют голосование нынешнего года трендом. Люди спокойно и без спешки приходят на участки и отдают голос за партию и их кандидатов. В первый день выборов на участке 617 проголосовали сотрудники соседних госорганизаций. В списках избирателей находится 2522 избирателя. Из них более 250 уже проголосовало. Это результат приблизительных, потому что мы не считали, но люди идут. Явка будет, я надеюсь, будет сегодня и в воскресенье. Мы работаем в масках, в перчатках. Тяжело общаться, соответственно, и работать, но это меры предосторожности. У нас для этого есть антисептики, все необходимое и для избирателей, и для членов комиссии. Будущее за молодыми и амбициозными, уверен Жабраил Боков. Важно, чтобы Госдуму России и Народное собрание Ингушетии представляли люди, которые готовы решать важные задачи, стоящие перед субъектом с новым видением. Появились новые лица в на нашей политической арене. Это очень радует. От молодежи сегодня и завтра много что зависит, потому что молодежь у нас сегодня очень продвинутая, как говорится, много отдается, скажем, на строительство социальных объектов здравоохранения. Хотелось бы, чтобы вот те изменения, которые происходят сегодня в республике, и дальше продолжались. И наши депутаты, избираемые и в Госдуму, и в наш парламент, чтобы они активно в этом участвовали, в поддержке этих программ. Высокая активность избирателей отмечается и в столице республики. На 302-м участке уже успели проголосовать больше 400 человек. Явка очень высокая, люди активны, настроение у всех хорошее, и это позитивный, вот этот позитивный настрой, он чувствуется. А сама работа нашего избирательного участка, она организована таким образом для того, чтобы уменьшить риски в эпидемиологическом плане. Все члены комиссии, они привиты. Чувствуется, что люди знают, за кого голосовать, уже осознанный выбор. И на самом деле это очень радует. Также, пользуясь случаем, я хотела бы призвать всех жителей республики прийти на выборы, 3 дня все-таки, и есть времени достаточно, прийти на выборы и выполнить свой гражданский долг. Голосование проходит строго с соблюдением всех эпидемиологических мер. С выбором и правда у избирателей проблем не возникает. Многие отмечают, что голосуют сердцем. Я думаю, что эти выборы очень значимы для нашего государства и, в частности, для нашей республики, потому что мы видим, что сегодня очень много позитивных изменений происходит в республике. Строится очень много детских садов, школ, больниц, открываются заводы, которые вот как бы стояли закрытые, но тем не менее они сегодня начинают работать, появляются новые рабочие места у людей. Мы очень надеемся, что вот депутаты, за которых сегодня люди проголосуют, в течение этих 5 лет, когда они будут представлять нашу республику и в Государственной Думе, и в местном парламенте, будут работать на благо нашего народа. Сегодня, как и многие жители нашей республики, я пришел на избирательный участок, чтобы подать право голоса за того кандидата или партию, которых я считаю достойными. Вот. Очень радует, что выборы проходят в рамках установленного законодательства, имеются средства индивидуальной защиты. Вот. То, насколько массовой будет явка на этих выборах, показывает неравнодушное отношение к нашей родине, да, и государству в целом. Вы сделали свой выбор? Я свой выбор сделал, да. Что ждете от кандидата? Чтобы они работали на благо нашей республики. Да, я свой выбор сделал. Что ждете от кандидата? Реализация полностью как представителя народа в полной мере, его отдача, чтобы оправдать доверие народа в полной мере и быть очень организованным и
более деятельностным, то есть быть полезным для своего общества и для народа. Выборы должны пройти в полной безопасности. Количество наблюдателей позволяет свободно проявлять транспарентность. За порядком прохождения выборов в регионах России следят и члены Общественной палаты города Москвы. Во многих регионах нет вот такой вот готовности, вот прямо вот 100%. То есть настолько все продумано, настолько все слажено. Коллективы очень хорошие. Сами по себе люди достаточно очень ответственно подходят к своим делам. Проверка начинается прямо на входе. То есть мы смотрим, как расположены сотрудники полиции, как они проверяют. То есть стоят ли рамочки, есть ли указатели. При входе, то есть дезинфекция, масочки, перчатки, то есть доброжелательность людей. Уже при входе в зал мы смотрим, как расположены камеры. Все ли видно подробно, потому что наблюдения ведутся как из Москвы, так и из местной общественной палаты. На всех УИКах установлены камеры видеофиксации, поэтому любую ситуацию с нарушениями несложно разобрать. За ходом выборов в Общественной палате Ингушетии следят специалисты Центра общественного наблюдения. Есть полный спектр возможностей для полного, прозрачного, легитимного контроля избирательного процесса. Соответственно, помимо этого у нас установлен так называемый АРМ, автоматизированные рабочие места, где наши общественные эксперты видеонаблюдения уже на мониторах компьютера индивидуально смотрят каждую участковую избирательную комиссию. На мониторе каждую минуту обновляется информация об участках. Здесь заметно и то, что на местах не всегда увидишь. В центре дежурят эксперты. Помимо этого в Общественной палате работают мобильные группы, которые следят за соблюдением прав избирателей. У нас есть график дежурств, который здесь 2 человека здесь остаются ночью. Утром 7:30 мы, в 8 часов они уходят. Взаимозаменяемость. Мне кажется, что штаб, Общественная палата справляется с этим новшеством. И если впервые вот это видеонаблюдение, это еще раз доказательство того, что выборы должны пройти чисто. Мне очень нравится вот это новшество, которое ввели, вот пусть это впервые, вот такие, мне не кажется, что раньше так было. Надеюсь, выборы пройдут чисто и достойно. Центр общественного наблюдения будет работать до конца выборов. Результаты проверки УИК станут известны уже скоро. Лена Сычева, Асхаб Белакеев. Новости 24.